Жители улицы Фабричная встречи с представителем подрядной организации, осуществляющей здесь строительные работы, ждали долго и готовы высказать все свои претензии. Во-первых, проложенный здесь асфальт не видно из-за рассыпанного спецтехникой грунта. Слой грязи виднеется даже сейчас, после того, как уже 2 дня загрязненная территория очищается строителями. Во-вторых, постоянный гул строительной техники причинял массу неудобств. Порой даже стены тряслись. За ворота выйти просто невозможно. Грязь по колено. Мы ходим на рынок, мы ходим в школу, да, вот школьные дни начались. Мы ходим в школу, ходим в садик. Пройти здесь невозможно, приходится вызывать такси и ехать в обход. По словам представителя подрядной организации, на этом участке ранее располагались элементы конструкции предыдущего проектного института. Территория была заброшена, и перед началом других строительных работ надо было демонтировать железобетонные блоки и плиты. В общем, привести в порядок территорию. Тяжеленная спецтехника вывозила строительный мусор, с ней же попутно на асфальт выносился и грунт. После нескольких таких рейсов проезжую часть было не узнать. Мовсар Цулоев обязался впредь такого не допускать. В данный момент мостик старый проектный институт Явақ бетонный блок үш хамаш тор старинныхын жуақыр цикл хыжы хамажер цикл халар дяха тылхадыр жуақ хиныш хамаш тылхадыр кылыр газ тылхайыр нову дайықтай уақ озда газ дайықтай нову хида да хитар де цикл хадяхат уақдыр хыжы газ хамаш техник арвел чханы отчы арбяққа хотты тағын оз баргүш бірбі ермаққа қахамдац ер дені ханстығы оз жер дашбяққа есті моделінге дені полностью дені машина шайиха дені ені қазымда болжбы лал хош каттат шын цыни еже мостиге или нарди или ше мостиге шхал мостиге данисеге шын цыни еге порядок После обращений местных жителей в рамках муниципального контроля на место выехали сотрудники городской администрации. Как оказалось, разрешения у строительной бригады для земляных работ на участке нет. Подрядной организации «Беркут» выписали предписание. Данные работы являются незаконными, и мы совместно с коллегами составили акт по данному нарушению. Составили предписание, обязали арендаторов данного участка восстановить земельные работы, первоначальное состояние. В дальнейшем тем или иным подрядчикам нужно учесть: на строительной площадке в обязательном порядке необходимы автомойки для спецтехники. Такие требования, согласно постановлению Госстроя, необходимо соблюдать всем застройщикам. Здесь все друг друга поняли и ситуацию обещают исправить. Да, мы этим очень довольны, очень благодарны им за это. Довольны тем, что мы нашли с ними какое-то взаимопонимание, они поняли, что они доставили нам неудобства, что к людям все-таки отношение не наплевательское, к жильцам этой улицы. Есть и те, кто причиняет ущерб осознанно. Руководство и сотрудники администрации Центрального округа Назрани ищут вандалов, разрушивших арт-объект, установленный в районе городского пруда. Хулиганы будут найдены и понесут перед законом ответственность за содеянное. К сожалению, вот после праздника увидели, что нашлись некоторые люди, которые умудрились сломать этот объект. Побили букву и подсветку. Не знаю, какую цель они преследовали. Возможно, баловство. Не думаю, что там личная неприязнь была к этому объекту, как-то глупо, да. Ну, скорее всего, побаловались, но сделали очень глупо, сделали неправильно. И вот такие акты вандализма, скажем так, они фиксируются у нас в городе и в нашей республике не в первый раз. Арт-объект «Я люблю Назрань» изначально был установлен рядом с центральной аллеей. Видимо, тогда еще привлек к себе внимание вандалов, но не могли ничего с ним поделать. Объект был под камерами видеонаблюдения. Перед январскими выходными достопримечательность перенесли в район городского пруда. Там-то на него и покусились. Стараемся, делаем, создаем условия для людей, для гостей, для тех, кто хочет отдохнуть в нашем городе или в специально выделенной зоне, общественно значимой зоне, которую мы благоустраиваем. И находятся люди, которые все это портят, ломают, очень неправильно делают, некрасиво поступают, не по-ингушски, как минимум, не по-исламски. То есть ни религия, ни наши традиции не одобряют вот таких действий. Уговаривали, разговаривали, обращались, не помогает. Поэтому вот с прошлого года по поручению главы администрации Центрального округа Назрани Руслана Аздоева принято решение устанавливать камеры видеонаблюдения во всех общественно значимых местах.
На месте перенесенного рядом с аллеей тогда же установили другой арт-объект, выполненный в национальном стиле. Но и здесь без проделок хулиганов не обошлось. Судя по надписям, видно, здесь проводились математические расчеты. А кто-то и вовсе искренне поведал о том, что людей он не любит. К слову, их предпочтениями теперь заинтересовались и правоохранительные органы. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.